Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот основные темы. В Мирном построят новый аэропортовый комплекс. Какие объекты в него входят и сколько стоят работы? Проект, стремительно набирающий популярность. Новую книгу-сказку о девочке Кындыкан презентовали на Северном форуме. Свой профессиональный праздник большинство из них встречает на работе. День отоларинголога отмечается сегодня. В Мирном построят новый аэропортовый комплекс. На эти цели выделили более 21 миллиарда рублей. Новый комплекс будет включать в себя современную взлетно-посадочную полосу, стоянку для 18 воздушных судов, аэровокзал и сопутствующую инфраструктуру. Строительные работы идут по плану и должны завершиться в декабре 2023 года. Более половины суммы, 11 миллиардов рублей, инвестировала компания «Алроса». Остальные средства предусмотрены в федеральном бюджете. Строительством полосы занимается турецкая компания, которая в сентябре прошлого года выиграла конкурс на контракт. Стоимость объекта составляет более 9,5 миллиардов рублей. А из аэропорта арктического поселка Тикси планируют запустить прямой рейс до Москвы в следующем году. Об этом сообщил заместитель главы Булунского района Владимир Милославский на полях Северного форума, проходящего в Якутске. По словам замглавы, прямой рейс позволит снизить стоимость билетов при перелетах, из-за чего ожидается увеличение туристического потока. Поселок Тикси расположен на берегу моря Лаптевых. Это самый северный порт России. Там живут около 5000 человек. Компенсирует стоимость путевок и проезда детям-сиротам. Правительство Якутии установило порядок и условия предоставления компенсации за путевки в организации отдыха и оздоровления, а также возмещение стоимости проезда к месту лечения или отдыха для детей-сирот, передает пресс-служба Минтруда. Если ранее путевки в основном закупались централизованно, то сейчас появляется возможность компенсировать самостоятельно приобретенные путевки и билеты. Опекунам для возмещения затрат необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Более 80 многоквартирных домов отремонтируют в Нерюнгри. До конца текущего года всего в региональную программу занесен 361 дом. В краткосрочный план текущего года 178. В 9 объектах, расположенных в Нерюнгри, должны провести ремонт, заменить и модернизировать 18 лифтов, отремонтировать лифтовые шахты, машинные и блочные помещения. В этом году планируют закончить капитальный ремонт в 84 домах на общую сумму почти 580 миллионов рублей. Необходимые ремонтные работы и проверки в осенне-зимний период завершили сотрудники западных электрических сетей, сообщает пресс-служба ЗЭС «Якутскэнерго». Так, энергетики провели техобслуживание систем электропитания, устройств технологической и релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. Персонал обеспечили средствами защиты, спецодеждой и инструментами, говорится в сообщении. Кроме того, энергетики завершили капремонт магистральных линий районная Сунтар, Сунтар-Кемпиндяй, Нюрба-Мар, Онхой-Далыр и плановый ремонт на высоковольтной линии Сунтар, Нюрба, Верхневилюйск-Вилюйск, где заменили опоры и расчистили просеки. Глава республики Айсен Николаев стал одним из главных спикеров на пленарной сессии 3-го Северного форума по устойчивому развитию. Темой стало изменение климата и реакция вечной мерзлоты. Во время выступления глава региона отметил, что крайне важным является продолжать диалог по изменению климата. Общая арктическая площадка в эти дни собрала экспертов из самых разных регионов страны и мира. Таяние льдов и изменение экологии – проблема общая, затрагивающая все мировое сообщество. А дискуссионная платформа как раз-таки призвана не только обсуждать, но и принимать пути и решения в изучении и исследовании всех процессов. И вот как раз мы сегодня должны договориться в эти дни насчет того, как мы в целом организуем эти исследования по всей Арктике Российской Федерации, по северу, и как к этому подключатся зарубежные страны, северные тоже, которые также озадачены этой проблемой, и они будут решать. Поэтому главная тема у нас это. Всего у нас тут больше 70 площадок дискуссионных по разным вопросам. Вот. Организация форума такова, что
любая страна, любой какой-то творческий научный коллектив может заявить площадку здесь и попросить экспертов, которые примут участие в обсуждении этих сложных вопросов. Частью Северного форума стал и международный семинар на тему цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. В мероприятии приняло участие творческое объединение «Кындыкан». Напомним, проект «Кындыкан» стартовал в начале года и уже снискал большую популярность как в республике, так и за ее пределами. За весьма короткое время участники проекта смогли создать региональный культурный бренд, главная цель которого – сохранение культуры и языков коренных малочисленных народов Севера. Помимо экспедиции, команда «Кындыкан» выпустила серию фото- и видеопроектов, художественных картин, рассказывающих о реальной истории эвенкийской девочки. Также на семинаре представили новую книгу-сказку. Сегодня у нас радостное событие. Издана и увидела свет книга, над которой работал большой коллектив творческого объединения «Кындыкан». Были привлечены эксперты в сфере северной филологии. Автором книги является молодая писательница Лидия Тарасова. Сказка призвана явить миру героя, девочку Кындыкан, которая является символом стойкости, уникальной культуры северных народов. На основе сказки планируется создание анимационного фильма. Надо отметить, что все участники проектов действуют на волонтерской, добровольной, безвозмездной основе. 150 врачей и отоларингологов работают в республике, почти 100 из них в Якутске. Сегодня они отмечают профессиональный праздник. В сезон простуд и воспалений только в детскую инфекционную больницу ежедневно обращаются по 25 пациентов. Большая часть остается на лечение в стационарах. Чтобы избежать неприятных последствий, специалисты рекомендуют не пренебрегать простыми мерами профилактики. Мыть руки, следить за полостью рта, высыпаться и вести здоровый образ жизни. Не менее важно – одеваться по погоде. Это время вспышки простудных и острых респираторных вирусных заболеваний, как у детей, так и взрослых. То есть с началом осеннего периода дети начинают посещать детские сады, школы. Родители, соответственно, выходят с отпусков, начинают ходить на работу, и появляется вспышка данных заболеваний. Чаще всего распространены острые риниты, фарингиты, ларингиты, но также бывают осложнения, приводящие к возникновению отитов, бронхитов, пневмонии. В Доме дружбы народов в Якутске презентовали вторую часть книги «Дневник мигранта». В этот раз автор расскажет читателям о межнациональных отношениях. Напомним, первая часть вышла в прошлом году и описала истории женщин-мигрантов из Кыргызстана, их проблемы и судьбы. Подробности у Саргалана Неустроевой. В Якутию Улжан приехала в 2014 году. Работала где придется и, как признается девушка, быстро упала с небес на землю. На родине Улжан грезила о славе и богатстве, однако сейчас понимает, это все не важно. За время своего пребывания здесь писательница выслушала и стала свидетелем множества историй о своих соотечественниках и решила изложить это в книге. Над первой частью дневника Улжан работала 1,5 года. После выхода издания в свет уверенности в девушке прибавилось. Когда вышла первая книга, на меня посыпались много отзывов, люди разделились на 2 лагеря. И это вот именно негативные отзывы на меня повлияли для того, чтобы я выпустила вторую книжку. Я захотела показать темные стороны миграции, также и светлые стороны миграции. Решила, кто, если не я. И чтобы прекратить все эти трагедии, надо говорить, надо выводить. Неоднозначно книгу приняли и земляки Улжан, однако многие ее поддержали. Здесь нет правды или неправды, черного или белого. Это жизнь, рассказывает Нурдин Матанов. Местная публика, она же неоднозначно восприняла. Значит, эта проблема есть такая, да? И, соответственно, ее надо освещать. Я положительно воспринял. Положительно, потому что все мы здесь живем, общаемся, мы это знаем, да? И, соответственно, понимание есть. Между тем, несмотря на небольшой тираж, первая книга действительно пользуется популярностью. Так, например, по словам сотрудников библиотеки «Созвездие», где и проходила презентация первой части, дневник не сходит с рук. У нас есть эта книга.
Очень многие просят, приходят, но оно в основном всегда на руках. Многие читают. И, подумаю, что вторая книга тоже также заинтересует наших читателей. Презентация новой части дневника мигранта, несмотря на пройденный путь и накопленный опыт, не обошлась для улжан без волнения. В свой труд девушка вложила самое сокровенное, часто сталкивалась с творческим кризисом. Вторая часть дневника стала практически исповедью девушки. Я до сих пор мигрант, и я не скрываю или не стесняюсь. Действительно, а кому легко-то? Да и, наверное, самим жителям тоже сложно. Вот я сейчас сегодня провожу презентацию, завтра выхожу на работу. Так судьба, казалось бы, одного народа затронула сердца многих. Ведь в своих рассказах Улжан не только обозначила проблемы жизни мигрантов в России, но и женщин в целом. Вторая часть дневника мигранта расскажет о праве выбора, праве самовыражения и праве женщины. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Якутские три сестры в постановке Денислама Тутаева получили премию Ассоциации театральных критиков. Театр юного зрителя республики увез почетный диплом со второго фестиваля театров Дальнего Востока, проходившего в Хабаровске. В этом году фестиваль объединил 15 театральных коллективов из 7 регионов. По итогам смотра Ассоциация театральных критиков наградила специальной премией спектакль Театра юного зрителя Якутии «Три сестры». К 2025 году в Якутии намерены увеличить туристический поток в 12 раз. В республике есть на что посмотреть, уверены власти. Например, каменный лес из скал на реке Лени, самое холодное обитаемое место на планете, музеи мамонта и вечной мерзлоты, а также сокровищница с бриллиантами. Продолжат тему наши коллеги. Ольга Иванова – любитель-путешественник. Одна из немногих, кто начал утолять жажду путешествий, начиная с родной республики. Недавно впервые побывала в Верхоянских хребтах. Там девушку покорили ледники двухметровой высоты, красивые водопады, незамерзающий ручей Шаман и высокие горы. А еще запомнилась живописная природа и контрасты различных видов редких растений. Отдых на природе – это прекрасный источник энергии для тела и души, вдалеке от цивилизации, наедине с природой. И побывав один раз в таких местах, вы будете снова и снова возвращаться за новой порцией энергии, вдохновения и позитивных эмоций. Ольга путешествует с 2017 года. Уже побывала в популярных туристических местах Якутии. Ледник Вулус, водопады Кюрюлюр, Ленские столбы, горы Сунтар, Хаята, песчаные дюны Тукуланы. Девушка впервые ощутила свободу, хотела съехать до бесконечности. Сейчас она опытный гид-проводник. В будущем хочет организовать пешие походы по Мирнинскому району. Уверена, и здесь найдутся красивые места. Мы попробовали составить свой топ-рейтинг. Первое место – Кимберлитова трубка «Мир». Второе место – парк «Живые алмазы Якутии». Третье – озеро Чоналыр. На четвертом месте – река Ахтаранда. Пятое место – река Улахан-Батобуя. Места интересные и, главное, не надо ехать очень далеко. Достаточно найти транспорт, взять ветровку и резиновые сапоги. Все любят путешествовать мирнинцы, мы спросили на улицах города. Каждая по-своему прекрасно. Очень люблю Питер. Красивый город Волгоград, Белгород. На Черном море, на Азовском море, на Байкале был. В Турции, по Европе все объездила. В Вьетнаме была, Владивосток, Отидо. Было дело в Корею, Казахстан, Польша, Чехия. Сейчас власти Якутии поставили цель – увеличить турпоток в 12 раз. К 2025 году здесь ждут до 250 человек в год. Карина Лопатина, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.